Сход граждан состоялся в сельском поселении Али-Юрт. Поводом для встречи с чиновниками послужила деятельность завода по производству алюминиевого профиля, а точнее нарушение в утилизации технических отходов. По словам местных жителей, это не единственное предприятие, которое наносит серьезный урон экологии. Марина Баркинхоева попыталась вникнуть в ситуацию. На встречу с жителями сельского поселения Али-Юрт приехали представители правительства, ответственных министерств и ведомств. Обсуждали очень серьезную тему о том, что завод загрязняет воздух, сточные воды сбрасываются в канаву и уходят в реку Сунжа. Сельчане подчеркивали, что неоднократно пытались донести до власти эту проблему, но через некоторое время рядом, вопреки протестам местных жителей, построили еще один завод по производству алюминиевых изделий. Местные жители утверждают, что отходы производства не утилизируются в очистные сооружения, поскольку, как таковые, эти самые очистные сооружения существуют только на бумаге. Мы просто просим, чтобы предприятия, которые сейчас беспокоят людей, это шум, это выброс, особенно ночью бывают выбросы, которые так негативно влияют на экологию. И это отражается на людях. И у нас единственная просьба была, чтобы они поставили шумопоглощающие ограждения и хотя бы ночью приостанавливали работу. Очистные сооружения. Очистные сооружения еще разворованные где-то в 18 или 19 году. Они разворованы, там ничего нету, кроме ям и остатков, которые там, кирпича, там, и мусора. Уже на месте стало совершенно очевидно, что технические водостойки с территории завода выведены прямо в русло. После технологических процессов жидкость зеленого оттенка сбрасывается тут же по каналу, который ведет непосредственно в русло реки Сунжа. Причем жители много раз обращались в Минприроды с просьбой обратить внимание и принять соответствующие меры. Однако ситуация никак не изменилась. Технические воды продолжают сбрасывать сутками. Безусловно, это проблема не только села, но и всей республики. Оба завода находятся в черте населенного пункта, до ближайших домов порядка 500 метров. Рядом детский сад, школы и участки, которые выделяются многодетным семьям для индивидуального жилого строительства. На прошлые выходные нам в социальной сети Instagram поступило обращение от жителей села Али-Юрт о том, что происходит вброс на овраг и в сточную канаву воды из зеленого цвета. И в этой связи возбуждено административное дело в отношении РИАКа. Вчера мной было доложено главе республики о том, что эта картина имеет место быть, в связи с чем главой республики указано о недопустимости работы данного объекта без работы очистных сооружений. В этой связи руководству предприятия было передано о том, что необходимо построить очистное сооружение, и лишь после этого приостановить все работы. Дело в том, что у нас ближайшие специалисты, которые находятся по локальным очистным сооружениям, находятся в Краснодарском крае. Уже контакты переданы руководству данного предприятия, они в ближайшее время должны встретиться с ними, и это работа несколько месяцев. Марина Баркинхоева, Малсик Игиев, Илья Скатеев, Вести Ингушетия.